Программа интенсива объединила студентов вузов, представителей молодежных организаций, молодых активистов и специалистов в сфере работы с молодежью. Например, слушателям рассказали о поисковом движении России. В целом, эта организация занимается поиском солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. У них сначала разведка происходит, они понимают, где шли ожесточенные бои, а ведь чьи-то бабушки, прабабушки, прадедушки, они же еще не найдены, понимаете, а это же очень важно, когда человек, понимаете, он без вести пропал, там не предали земле, и они находят эти останки, потом антропологи понимают, кто этот человек. Хорошо, если есть медальон, в котором написана фамилия, да, там, рота, взвод. И, возможно, вот мы сейчас об этом говорим, от нас-то где-то далеко, но вот вы знаете, представьте, какая для отдельной семьи, отдельно взятой семьи, это важная история, какое-то важное событие. Елена Беликова, как она рассказала, не первый раз в Абхазии, но в первый раз в Сухуме. Она осталась под хорошим впечатлением от гостеприимства абхазского народа. Я должна вам признаться в любви, во-первых, потому что, потрясающе, когда ты приходишь в какое-то общественное место, будь то там кафе, ресторан, и просто мимо проходящий человек через 5 минут становится твоим лучшим другом. Я думаю, что точно не все республики, страны могут похвастаться таким гостеприимством, таким великодушием, добродушием. И я вижу, насколько важно для вас память, насколько вы умеете это чтить, уважать взрослых, традиции. И вы знаете, конечно, в этом смысле нам точно мы можем быть полезными друг другу. Также на мероприятии говорили о вкладе интернациональной бригады «Пятнашка» в СВО. Мы вот буквально перед Новым годом к ребятам ездили, иногда мы это делаем, так собрали, знаете, подарков под Новый год, потому что это нам с вами тепло, уютно и хорошо, а им там совсем, конечно, тяжело на фронте, особенно Новый год – это тот праздник, когда особенно хочется домой. Увидеть семью, встретить его с семьей, как мы с вами это делаем, но такой возможности нет. Поэтому мы, конечно, с большим пониманием к этому относимся и стараемся периодически хоть что-то приятное для ребят сделать. Собрать, подарить, как-то, не знаю, отвлечь. Основные темы интенсива включали формирование ценностных ориентиров у молодого поколения, развитие волонтерского движения, укрепление гражданской активности, а также внедрение эффективных инструментов просветительской и воспитательной работы. Как подчеркнула Юлия Красцова, директор представительства ДВФМ в Абхазии, проведение интенсива способствует укреплению профессиональных связей, обмену опытом и формированию устойчивых проектов в сфере патриотического воспитания на территории Республики Абхазия. Принять участие мог каждый желающий. Предварительно мы, как представительство дирекции, посетили районы в январе месяце, все районы объехали, поделились нашей деятельностью, в том числе пригласили всех на такое большое мероприятие, которое в этом году началось. И как раз у нас участвует Гулрыбш. Сегодня также приехали молодежь из Гудауты. Вчера, повторюсь, Галт, Кварчал и Ачимчира, поэтому, в принципе, масштаб республиканский, задействована вся страна, и молодежь со всей страны получила новую информацию и в целом познакомилась где-то с друг другом, укрепила свои связи. Роспатриот-центр более 20 лет занимается комплексным развитием и сопровождением всех видов деятельности по патриотическому воспитанию в России, а также организовывает патриотические проекты в рамках реализации федеральных проектов. Елена Беликова рассказала, как можно стать участником программы. В наших соцсетях, на наших ресурсах есть информация, как это сделать, а как поучаствовать. Это и в ГАИС «Молодежь России», там необходимо зарегистрироваться для того, чтобы, допустим, оформить свой проект. И наши, отдельные сайты для заявок, но в основном все происходит через ГАИС «Молодежь России». И мы механику сегодня рассказали, но пожелать я, конечно, хочу не останавливаться на своем развитии, обязательно становиться активными участниками наших программ, проектов, мероприятий, потому что программа у нас находится на любой вкус. От патриотического воспитания до спорта, до профилактики негативных социальных явлений. Мы сегодня тоже подробно будем об этом говорить, про систему нейропрофилирования, про инструмент нейропрофилирования. Есть сегодня такие инструменты, которые позволяют раскрыть потенциал молодого человека, о котором он, возможно, даже не догадывается. Поэтому мое пожелание абхазской молодежи: оставайтесь активными, яркими, интересными и заражайте своей энергией нас. Организаторами мероприятия выступили дирекция Всемирного фестиваля молодежи и Роспатриот-центр Росмолодежи при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Абхазского государственного университета. Айлита Арутюнян, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.